заболевшие на Чаендинском месторождении, сколько официально подтверждено случаев коронавируса. Отработанная маска, рассадник инфекции. В городах нужны контейнеры для медотходов класса «Б». Первую партию гуманитарной помощи доставили в Нерюнгри, для кого предназначена и из чего состоит. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За последние сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. В регионе из них 17 в Якутске, 1 в Ленске, 1 в Мегино-Кангаласском районе. В Якутии официально подтверждено 282 случая коронавируса, 37 пациентов выздоровели. На сегодняшний день всего у нас зафиксировано 282 случая коронавирусной инфекции в Якутии, то есть за последние сутки плюс 19. Из них 17 – это город Якутск, 1 Ленский и 1 Мегино-Кангаласский улус. Причем и в Ленске, и в Мегино-Кангаласском это связано с вахтовыми рабочими, которые были заранее выявлены, скажем так. И мы надеемся, что дальнейшего распространения все-таки этой болезни именно от этих людей не получит по этим улусам. Что касается города Якутска, то, к сожалению, мы видим дальнейшее расширение количества заболевших именно от Якутской республиканской офтальмологической больницы. Всего из этого очага у нас свыше 50 человек уже на сегодняшний день. При этом работа продолжается по дальнейшему выявлению пациентов больницы, контактировавших с ними, работников, опять же, контактировавших с ними. И количество это может быть еще и больше в конечном итоге. В Ленске подготовлена новейшая лаборатория на средства Стройтрансгаза. Как отметил Алексей Николаев, это позволит на месте верифицировать результаты анализов вахтовых рабочих. К сожалению, очень много разных выдвигается и озвучивается цифр, и многие тысячи, практически, что все там больные. На самом деле это далеко не так. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораториями Роспотребнадзора у нас всего лишь 39. Из них 23 – это те, кто находится на лечении в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. И 16 они, которые в легкой форме переносят ее на территорию непосредственно уже самих вахтовых поселков, в обсерваторах и в изоляторах, которые там сделаны. Также у нас 50 больных сейчас на прошлой неделе было вывезено в Омск. Анализы там взяты, но результаты еще нам пока не сообщили. Сейчас для более полной такой точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков, которые там составляют подавляющее большинство, проводится вторичное тестирование, забор анализов, которые должны дать четкий результат уже по количеству заболевших на территории именно Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения. Сейчас проводится работа по началу вывоза здоровых с Чаендинского месторождения вахтовых рабочих, у которых срок уже закончился. Опять же, после проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первые сотни рабочих с Чаендинского месторождения будут вывезены уже в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу к подрядчикам «Газпрома». В целом ситуация по Чаенде находится на контроле руководства правительства Российской Федерации, у руководства оперативного штаба, у Татьяны Алексеевны Голиковой, у Юрия Петровича Трутнева. Мы постоянно с ними в контакте, работаем также и с «Газпромом», и с его подрядчиками. Уверен, что, еще раз говорю, ситуация эта никоим образом не повлияет на ухудшение эпидемиологической ситуации ни в республике, ни в целом в стране. Также стало известно, что Якутия вышла на рекордные уровни по тестированию на коронавирус. В сутки проводится более 2000 тестов. Мы вышли на рекордные уровни по количеству тестирования. В сутки проводится уже более 2500 тестирований. Это позволит нам, еще раз говорю, более эффективно и быстрее определять лиц с положительным результатом анализов. Первую крупную партию гуманитарной помощи доставили в Нерюнгри по поручению заместителя председателя правительства в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Наша съемочная группа отправилась в Нерюнгринскую центральную районную больницу.
Гуманитарная помощь представлена в рамках программы помощи Дальнему Востоку, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. В только что выгруженных коробках 1440 защитных костюмов инфекциониста и 75 тысяч одноразовых масок. Реализация данной программы позволит обеспечить медицинских работников защитной амуницией, в результате чего мы достигнем максимальной защиты медицинских работников и обезопасим их здоровье, а также здоровье их близких и родственников. И от лица всего медицинского сообщества, от лица медицинских работников, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, хотим выразить слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. На республику в целом фондом предусмотрено 8 тысяч одноразовых костюмов инфекциониста, 16 тысяч многоразовых очков, 12 тысяч одноразовых перчаток и еще порядка 30 тысяч респираторов. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Новый обсерватор откроют в столице республики в понедельник в общежитии Арктического государственного агротехнологического университета. Обсерваторы развернут за счет средств городского бюджета из резервного фонда Якутска на обустройство. Содержание обсерватора выделили 7,5 миллионов рублей, говорится в сообщении. Обсерватор станет 6-м по счету в Якутске. Его максимальная вместимость – 120 человек. Обслуживать объект будут 25 человек. Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных коронавирусом. Выброшенная в обычный мусорный пакет отработанная маска становится рассадником инфекции, предупреждает исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит за 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа, отметил в беседе с радио «Спутник» эколог. Для медотходов класса Б необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать, уверен исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль». За прошедшие сутки волонтеры Республиканского волонтерского корпуса Якутска развезли 426 пакетов однократной продуктовой помощи гражданам старше 65 лет. За весь период было доставлено 4486 пакетов. За сутки поступило 159 заявок по оказанию помощи пожилым гражданам в доставке продуктов первой необходимости, медикаментов, вынос мусора и так далее. К Республиканскому волонтерскому корпусу в Якутске прикреплены 4 автомобиля, а также задействовано 16 личных автомобилей волонтеров. По всей республике курсирует 310 автомобилей. «100 голов сементальской породы» прибыли в сельскохозяйственное предприятие «Кыскил» Амгинского района. Новая партия коров мясомолочной породы прибыла из Смоленской области. Им предстоит недолгая адаптация. В скором времени они начнут давать первые надои. Это не первый опыт приобретения КРС из-за пределов республики. В 4 хозяйствах района находится 340 голов коров из Алтайского края. В последний раз сельхозпредприятия Амгинского района пополнялись в 1989 году. Сегодня в Амгинский улус из Смоленской области прибыли 100 голов сементальских пород. Мы этим уже последние года занимаемся завозом скота племенного. До этого последний раз наш район в 1989 году был завоз, и вот последние года 340 голов стало. Это мы завезли с ХПК Строда, с ХПК Бетюнь, с ХПК Сатагай и вот с ХПК Кыскил. Но это все нацелено на развитие сельского хозяйства, на повышение племенного уровня и для получения молочной продукции.
Многие россияне вынужденно перестроили привычный ритм жизни. Люди изолировались от общества целыми семьями, включая детей, а также старшее поколение. Для многих жизнь в замкнутом пространстве может стать настоящим стрессом. Как достойно справиться с ним, разбиралась Полина Долинская. Когда мы остались на карантине, то попали в некую клетку. Раньше мы могли ходить на работу, встречаться с друзьями, а когда нам запретили, это создало напряжение. Люди сначала испытали стресс, а потом просто по-разному стали адаптироваться к ситуации. И это абсолютно нормальная реакция на новые условия. Обязательно просыпайтесь и ложитесь в определенное время. Контролируйте приемы пищи. И даже просмотр фильмов, чтение книг, не говоря уже о дистанционной работе, обязательно должно быть занесено в ваш режим дня. Включите физические нагрузки в свое расписание ежедневные, потому что отсутствие активной деятельности, вот этой двигательной, она тоже очень сильно влияет на уровень стресса и на психологическое здоровье. Время самоизоляции дает встряску и понимание того, куда мы бежали, не задумываясь. Но каждая проблема создает новые возможности. По-новому взглянуть на партнера, на свою роль родителя, на свои коммуникации с близкими. Старайтесь действительно налаживать этот диалог, старайтесь потратить сейчас это время не впустую, убивая время, глядя в гаджеты. Включите совместное времяпрепровождение. Вот это должны стать таким ритуалом и семейной традицией. Все по-разному реагируют в критических ситуациях. Кто-то впадает в апатию, а кто-то заедает свой стресс. Что же нужно знать о питании в этот период? В период самоизоляции мы подвержены воздействию стрессовым факторам, и чувство страха, чувство тревоги приводит к повышению такого гормона, как кортизол или гормона стресса, что будет способствовать снижению иммунитета и повышению нашего веса. Очень важно уделять вопросам питания. Во-первых, соблюдать режим питания, есть 3 раза в день, не кусочничать, собираться за столом всей семьей. Впрочем, карантин несет и положительные моменты. Дополнительное время, которое появилось у многих, можно занять тем, что давно отложено в долгий ящик. Стоит вспомнить о хобби, а также можно заняться собой и подготовить свою фигуру к летнему сезону. Больше активности, больше двигаться. Можно включить любимую свою музыку, потанцевать, подвигаться. Это не только придаст тонус вашим мышцам, укрепит их и поднимет еще хорошее настроение. Но и самое главное, уменьшить подходы к холодильнику. Многие сегодня осознали ценности простых вещей, таких как поход в кафе или встреча с друзьями. Наверняка после карантина мы научимся по-другому относиться к тому, что имеем, и станем более трепетно относиться. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий.